Проблемы патриотического воспитания молодежи оказались в центре внимания на открытом республиканском форуме «Помним, гордимся». Он прошел в Усинске и был приурочен к 70-летию Победы и Году патриотизма. В работе 3 дискуссионных площадок приняли участие школьники, молодые специалисты различных предприятий и ветераны боевых действий. Елена Конова продолжит. Патриотические клубы и поисковое движение – вот основные темы нынешнего форума. Проходит он в условиях действия 2 профильных региональных законов о патриотическом воспитании и о кадетском движении. Так что большая часть предложений о том, как усовершенствовать эти документы. Очень восхищен тем, что сегодня в этом зале очень много присутствует молодежи, очень много сегодня наших гостей, которые примут участие в работе форума. И самое главное то, что я думаю, что наш форум, те резолюции, те решения, которые мы примем, они будут услышаны не только в республике, но и, думаю, в России. Участники предлагают финансировать кадетские классы за счет бюджета, а не родителей. Еще одна инициатива – открыть ребятам из республики возможность служить в элитных войсках. Подготовить ходатайство на военный комиссариат Республики Коми об установлении и выделении ежегодной квоты для призывников Усинского района и Республики Коми в войсках ВДВ и войск специального назначения. Среди предложений – развитие поискового движения при сотрудничестве с общественными организациями других регионов, привлекать молодежь к участию в реализации проектов на муниципальном уровне, в том числе за счет грантов. Мне есть чего привезти от вас в Санкт-Петербург, как легко берется, поддерживается та инициатива той молодежи, тех ребят, которые сегодня нам продемонстрировали разного рода свои достижения. Нужно просто взять и чуть-чуть нам, взрослым, поддержать те инициативы, которые есть. А пока лучших отметили знаками отличия. Еще 10 усинцев получили волонтерские книжки. Медали вручили и ветеранам. Елена Кононова, Олеся Гресь, Иван Парфенов, телеканал Юрган, Усинск.